1767 году императрица Екатерина II прибывает в Казань. Эби Патша, или бабушка-царица, так ласково ее называли татары, потому что она утвердила указ о веротерпимости. Она же утвердила орган административной власти, гласными которым избирались сами татары. И она утвердила орган духовной власти – муфтиат. По велению императрицы Екатерины II в Старо-Татарской Слободе была разбита площадь, на которой оглашали императорские указы. Она же своей рукой показала место для строительства двух первых каменных мечетей. Первая соборная, Юнусовская, называлась по фамилии крупного благотворителя мецената Юнусова, а вторая каменная или вторая соборная называлась Апанаевской и по сей день так зовется по фамилии крупных купцов Апанаевых. При Екатерине II татарскому купечеству официально разрешилось войти в гильдейское купечество России, потому что при ней издаются указы, которые позволяют купцам относиться к первой, второй или третьей гильдии согласно накопленного капитала, вне зависимости от своего происхождения или вероисповедания. Таким образом формируются богатейшие купеческие татарские семьи, фамилии. И в начале XIX века сын городского главы, купца первой гильдии, владельца юфтяного завода Кумачева Губайдулла Мухаммед Рахимович Юнусов строит на площади, разбитой по указу Екатерины II, великолепный одноэтажный особняк в классическом стиле, архитектор Литвинов, образующий формате буковку «Г». В середине XIX века в этом доме живут его двое сыновей – Ибрагим и Исхак Юнусовы. Они были безраздельными хозяевами татарской слободы, выбирались гласными в Казанскую татарскую ратушу, выдавали паспорта, проводили судебные дела, но и добились больших царских наград за свою, в первую очередь, благотворительную деятельность. В 1844 году братья Юнусовы учреждают мусульманский приют для детей-сирот. Пользуясь необходимостью содержать детей-сирот, братья Юнусовы добиваются разрешения о строительстве 7-й соборной или сенной мечети неподалеку от Сенного базара. Около 30 лавок у сенной мечети сдавались в аренду братьями Юнусовыми, и доход шел на обеспечение детишек мусульманского юнусовского приюта. Родовое гнездо Юнусовых в XIX веке несколько раз достраивается, перестраивается, был настроен второй этаж, а в конце XIX века шикарнейший особняк переходит в собственность к не менее известной фамилии купцам Апанаевым. В 1906 году фасад здания был изменен архитектором Генрихом Бернардовичем Рушем, и в него внедрены многие элементы кованого металла. Вы видите, над башенкой наверху возвышается оригинальный шпиль с изображением символа города Казани, крылатого змея, дракона Зеланта. С правой стороны от вас ажурный навес на кованой цепочечке, а позади меня при входе во внутренний двор ажурная кованая решетка. Интересное и ограждение крыши, а вся лепнина, которой украшен фасад здания, показывает нам динамичный орнамент. И она настолько филигранно исполнена. Каждый элементик имеет свое значение. В этом особняке у хозяина дома скончалась родственница от туберкулеза или болезни легких, и он открывает для беднейших слоев населения бесплатные медицинские кабинеты. Впервые в Казани появляется рентген-аппарат, доступный для всех людей. Ну а на сегодняшний день медицинские традиции у дома продолжаются. Здесь в советское время располагался родильный дом, а на сегодняшний день располагается 7-я поликлиника Вахитовского района. Внутри флюорография, рентген-кабинет, а на фасаде все так же арабской вязью красуется девиз
рода Апанаевых. Спеши творить добро.